Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». В студии Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Добрый день, Салават. Добрый день. Мы закончили длинный цикл из 10 программ, который был посвящен появлению Башкирской республики, да, и тем более сейчас как раз год столетия нашего Башкортостана. И хотелось бы следующие программы посвятить уже отдельным действующим лицам той эпохи, людям, которые приняли самое активное и деятельное участие в башкирском национальном движении. И предлагаю более подробно разобрать судьбы и деятельность конкретных людей, героев той эпохи. С кого сегодня начнем? Сегодня начнем с Муллаяна Халикова. Недавно была премьера, как вы знаете, фильма «Первая республика». Булат Юсупова. До этого он год назад снял «Бабича». К чему это? То есть интерес к деятелям той эпохи, он не ослабевает. Интерес к деятелям, которые стояли у истоков нашей республики, к тем, кто создавал эту республику и потом строил. Одним из таких деятелей был Муллаян Халиков, один из ближайших сподвижников Ахмедзаки Валиди. Когда Валиди уезжал, покидал Россию, там же как произошло, он отпросился у Сталина. В это время, в общем-то, находился фактически Валиди в качестве заложника в Москве и отпросился на съезд народов Востока, который проходил в Баку. Вот он съездил на этот съезд, поучаствовал, и оттуда он уже не стал возвращаться в Москву и эмигрировал в Среднюю Азию. В сентябре 2020 года в Каспийском порту Петровск, он был там уже в 2020 году, как вы понимаете, уже все закончилось. Вместе с ним были вот его как раз вот сподвижники Муллаян Халиков и Абдрашид Бекбауов. Он описывает вот эту последнюю встречу. Вместе они прошли огни и воды, всю эту революцию, гражданскую войну. И вот настала минута прощания, и Валиди вспоминал: с этими самыми близкими друзьями я попрощался в поезде. Повстречаться мне с ними в этой жизни больше не было суждено. Они вернулись в Башкортостан, до последней возможности постарались быть полезными нашему народу. Такие слова. Порт Петровский — это сейчас Махачкала, но вот что-то вот рядом, какой-то один из предбрежных городов. Вот что-то вроде Каспийска. Что касается конкретно Муллаяна Халикова, он родился 4 февраля 1894 года в ауле Актау Багадинской волости Белебеевского уезда Уфимской губернии. Ныне это деревня Актау или Старо-Актау, или Старо-Актово, по-разному ее называют, Буздякского района Республики Башкортостан. При рождении, вот что было записано в метрической книге Магометанского духовного собрания: имя ребенка Муладжан, отец Новобашкир Давлетшах Ахмедшах Аглы. В подворной карточке Всероссийской переписи 1917 года в графе «Национальность» он числится типтяром, по сословному признаку припущенником военного звания. Непонятные слова. Ну, что такое, во-первых, Новобашкир? Надо говорить, что вот эта деревня Актау или Актово — это коренное селение башкир-вотчинников, изначально Канлинской волости, рода Канглы. Кстати, вы как раз посмотрите труд Рычкова Петра Ивановича, первого историка Южного Урала, который жил в середине 18 года. У него в топографии Оренбургской он так и пишет: Канлинская волость, и вот Тюбы описывает этой Канлинской волости. Тюбы, что это? То есть подразделение. И вот одна из подразделений, она так и называется — Актау-Канглы. И процессы в Западной Башкирии социальные происходили так, что из-за малоземелья, из-за того, что вот там поселился как раз в Канлинской волости известный палач башкирского народа Алексей Тевкелев, генерал, он по подложным путем подкупа, наверное, скорее всего, там местных старшин или как-то сумел записаться тоже в вотчинники и фактически захватил огромные территории вот этой Канлинской волости. В результате вот этих захватов подзаводы тоже захватывались и так далее. Получилось так, что это была очень такая малоземельная волость, но в то же время очень с плотным населением. Относительно других регионов. Да, потому что вот эти канлинцы, они давным-давно уже был оседлый башкирский род, который занимался земледелием. Они уже давно оставили полукочевое скотоводство, характерное для других башкирских родов. Как известно, любой вам скажет, историк, этнолог, что когда происходит процесс перехода к оседлому образу жизни, полностью к земледельческому, это сопровождается резким демографическим взрывом. И вот Канлинская волость, она такая многолюдная была. Соответственно, земли мало, людей много. Как у нас происходило в Башкирии? Что итогом становилось вот этих явлений? А итогом становилось то, что большинство людей переходило из ясашного сословия. Основная масса башкир — это были ясашные сословия, поскольку нужно было платить с земли ясак, царскую казну. Размер ясака варьировался от размера вотчины. Людей было много, вотчин мало. Ясак уже платить было невозможно. И переписывались в более легкий, конкретный денежный типтярский оклад. И вот таким образом переходили в сословие типтярей. Оклад уже не зависел от количества земли. Да, там-то фиксированная сумма какая-то.
это была, сейчас мы не будем углубляться. В итоге огромная масса людей с Западной Башкирии, башкир разных родов и так далее, не только каналинцы, и иланцы, и другие, они перешли в сословие типтярий. Но сословие типтярий, как мы знаем, оно существовало, но было отменено в 1865 году, когда было упразднено башкирское войско. Все фактически сословия, они были, можно сказать, и башкиры перестали быть тоже служилым сословием, были переведены в разряд государственных крестьян. И когда вот это типтярское сословие было отменено, башкиры, которые находились в типтярском сословии, стали себя называть новобашкирами. Раз это типтярское сословие отменено, они снова стали в том же социальном статусе, как и другие башкиры. Правда, они уже не были вотчинниками, как башкиры восточных властей. Они оставались вотчинами, поскольку у них там вотчинные территории были и так далее. Но, тем не менее, это была вот такая манифестация их идентичности новобашкиры. Яма Башхорт, как они себя называли. И вот он был как раз из этих. И хотя первый сельхозперепись 17 года, многие продолжали по старинке себя еще и типтярами указывать память. Хотя типтярское сословие, оно же было уже отменено, но инерция прежних их сословных представлений, она, естественно, действует. Но Муллаян Халиков, как он о себе пишет в автобиографии, до 1909 года учился в своей деревне, потом в Ружде Мектеп, в селе Келимово. Это вот как раз рядом есть село Келимово, это бывшая вотчина Тевкелевых. Там учился, потом в Уфе учился, в медресе Усмановых, это Усмания Натукаева, напротив первой соборной мечети, сейчас там школа. Потом он поехал в город Троицк учиться, вот это знаменитое медресе Расулии. Там тоже учился по подготовке, как он пишет, учителей для мусульманских школ. И потом с 1915 до 1918 года учительствовал сначала в городе Орске, был заведующим 6-годичным мусульманским начальным училищем, потом в селе Тимясово, заведующим районной библиотекой и учителем 6-годичного башкирском начальном училище. Там он находился, его там и застала и революция, и все национальное движение, поэтому мы видим, что он с самого начала 17 года во всем этом деле участвовал. Хотя, конечно, он в последующих биографиях этот факт скрывал. Он везде писал, что как-то он появляется там на руководящих постах уже после перехода башкирского правительства на сторону Советов. Ну, кстати, многие практически вот это дело шифровали и прятали. Понятно почему. Да. В 17 году в декабре в Оренбурге состоялся учредительный курултай башкирского народа, было образовано башкирское правительство, и вот город превратился в центр антибольшевистских сил под главенством атамана Дутова. Даже 3 правительства тогда в Оренбурге находилось: башкирское, казахское и дутовское правительство Южного Урала, оренбургских казаков. Как известно, большевики не приняли башкирскую автономию, началось наступление Красной гвардии, Дутов был выбит из Оренбурга, а башкирское правительство арестовано, это уже в начале 18 года, в феврале. А в это время как раз в районе Баймакского завода шло формирование первого башкирского подразделения добровольческого отряда, который организовал Амир Карамышев. Там был и Газиз Аль-Мухаметов в фильме «Первая республика». Он один из главных героев, первый профессиональный композитор, но до того, как стать первым профессиональным композитором, он был боевиком-добровольцем, участвовал как раз в формировании первого добровольческого отряда. И Муллаян Халиков там же находился. Был документ, что формирующиеся отряды, руководители этого отряда, их силами проведено экстренное собрание, председателем которого был Хибатулла Габитов, один из башкирских поэтов, а вот секретарем собрания был Муллаян Халиков. Собрание приняло заявление, в котором написали Цвиллингу, лидеру оренбургских большевиков, который арестовал башкирское правительство. Они, так скажем, ноту протеста написали, баймакский отряд формирующийся. Дальше ситуация стала развиваться трагически. Цвиллинг дал приказ местному большевистской ячейке Баймакского завода сформировать отряд Красной гвардии и разоружить вот этот отряд. Произошло вероломное нападение, хотя вот между ними никаких вроде трений до этого не было. И в результате этой баймакской трагедии погибло 17 человек, 5 польских офицеров, 2 башкирских офицера, Магазов и Дельбаев, и 10 солдат были расстреляны. Однако руководителям этого отряда, Карамышеву, Аль-Мухаметову, Муллаяну Халикову чудом удалось сбежать из Баймака, избежать вот этой расправы. Амир Карамышев, как писал потом уже Салях Атнагулов, один из деятелей башкирского национального движения, вначале он находился в движении, потом отошел, перешел полностью на сторону красных. Вот что он писал: военный министр Амир Карамышев спасается бегством и поднимает башкирские селения, и несколько тысяч башкиров, вооруженных вилами, дубинами и отчасти охотничьими ружьями, окружает Баймак. Однако вот это нападение, оно было отбито хорошо вооруженными красногвардейцами, но неудача не обескуражила лихого корнета, то есть Амира Карамышева, и вот он начинает готовить уже дерзкое нападение на сам Оренбург. Нападение было совершено в апреле, и это нападение было удачным. Они
напали на Оренбург, на ничего не ожидавших красных, причем там было 10-кратное преимущество у красных, 5000 там было войска, а их напало, по-моему, 700 человек. Они освободили башкирское правительство. В одном из сражений им даже удалось убить Цвиллинга, председателя Оренбургского ревкома. А Халиков, мы не знаем, участвовал в этом нападении или нет, поэтому не будем гадать. В своих воспоминаниях Ахмед Заки Валиди описывает план действий, который ими был разработан в те тревожные дни после освобождения из-под ареста, когда вот они просидели почти 2 месяца в ожидании расстрела. Вот он что писал. «Теперь мы не подчинимся им, советскому правительству имеется в виду, организуем партизанское движение в горах. 15 мая встретимся с представителем Казахстана Алаш-Орда. Сейчас направляем человека в Семипалатинск и просим членов Алаш-Орды прибыть в Кустанай в дом отца литератора Абдуллы Гиматова. Муллаян Халиков поедет в Троицк, затем в Кустанай, где будет ждать нас. Если в Кустанай придем с казахами к единому мнению, с помощью Японии объявим всему миру о положении Туркестана, Казахстана, Башкортостана. Для этого отправим своих представителей во Владивосток». Вот такие планы были у него. Из этого воспоминания следует, что Валиди пишет о Халикове как о преданном, испытанном человеке, которому можно доверить вот такие опасные поручения, не опасаясь быть арестованным большевиками. Муллаян Халиков едет в Троицк. Вот что он писал об этом в своей автобиографии. 23 марта 1918 года в городе Троицк я записался в коммунистическую партию и до прихода чехословацких банд служил комиссаром по мусульманским делам. По приходе чехословаков убежал из Троицка и мигрировал по разным городам без определенной работы. Надо ли говорить, что он намеренно исказил вот эту биографию? Но то, что он в Троицк поехал, это, в общем-то, факт, который не стал даже отрицать. Прибыв в Троицк, он там, видимо, подготовил базу для приезда самого Валиди. Валиди тоже приехал потом. Остановился у одного хальфы, учителя богословия из мадресе шейха Зейнула Расулева. Тут-то вот они с Халиковым вновь встретились. Валиди вспоминает. Распространенное Оренбургским военным комиссариатом объявление о нашем розыске, как людей, бежавших из Оренбургской тюрьмы через труп дорогого товарища Цвиллинга, висели на стенах домов. И я видел и читал их сам. Тем не менее, уверенный в том, что в обличье тунгаурского башкира меня в этих краях никто не признает, я поехал вместе с Муллаяном Халиковым в Кустанай. Только сели в разные вагоны. Их там разыскивали, висели везде листовки, что чуть ли не убийцами Цвиллинга их объявили и так далее. В Кустанай они провели там переговоры с Алаш-Ордой, с казахским правительством, ну и так далее. Находясь там, как раз вот они и узнали, что в Челябинске произошел мятеж чехословацкого корпуса. А это произошло в мае 1918 года. Мы восприняли это как начало поражения большевиков. Укрепилась надежда, если, опираясь на партизанские отряды, создадим национальную армию, то сумеем, наконец, изгнать большевиков из своей родины. После чехословацкого мятежа Халиков, как вот он писал в биографии, никуда не убегал. Они вместе с Валиди все из Кустаная прямиком отправились в Челябинск. То есть до этого, как писалось у нас в учебниках, шло триумфальное шествие советской власти по всей стране, так и есть. Буквально неделя советская власть установилась от Петербурга до Владивостока. Везде хорошо подготовленные, надо отдать должное большевикам, ячейки большевиков во всех городах захватывали арсеналы, формировали отряды Красной гвардии и везде свергали органы власти Временного правительства, и вот по всей стране они захватили власть. Процесс, он был остановлен мятежом чехословацкого корпуса. Единственное место. Чехословацкий корпус, его мятеж, точкой консолидации вот этих всех антибольшевистских сил. Пошел обратный процесс захвата власти по всей России силами демократической контрреволюции. Муллаян Халиков и Валиди прибыли в Челябинск. Таким образом, пишет в мемуарах Валиди, национальное правительство было создано, Сагит Мырясов временно стал его председателем, Абдулла Адигамов, Абдулха Габитов, Саид Гарей Магазов, Муллаян Халиков и я стали членами правительства. То есть они в Челябинске воссоздали башкирское правительство, разогнанное в Оренбурге, и потом написали вот это воззвание башкирскому народу, знаменитое. Партия большевиков, уничтожив автономию Туркестана, Казахстана, Кавказа, Крыма, Украины, Сибири, казачьего населения, наряду с этим погубила провозглашенную нами автономию. В настоящее время чехословаки выгнали большевиков из Сибири. Остались большевики теперь лишь на таких мусульманских территориях, как Казань, Уфа, Симбирск, Оренбург, Туркестан. Теперь мы, башкиры, объединившись с киргизами, туркестанскими мусульманами и казачьими войсками, прогоним их из нашей страны. Вставай, башкир, поднимись, мусульманин. И начинается формирование башкирских войск в Челябинске. Почему там так все хорошо, быстро пошло? Поскольку им удалось, во-первых, получить оружие сначала у чехословаков, потом получить обмундирование
обмундирование, также и оружие, снабжение от Камуча самарского правительства, частично от сибирского правительства. В итоге белогвардейские правительства, заинтересованные в том, чтобы на Урале возникла мощная антибольшевистская сила, они способствовали этому процессу. И башкирские войска буквально в течение считанных недель сформированы были полки первые. Они отправились на фронт и показали себя, как они умеют воевать. Но пребывание, как известно, на стороне белых войск, оно было сопряжено с тем, что все-таки белые не сумели переступить через свои определенные сословные, национальные предубеждения определенные. Круг их сторонников, их союзников, он сокращался. Сначала отошли демократические силы, эсеры и так далее. Вот когда Камуч, потеряв Самару, камучевцы, как раз представители вот этой демократической оппозиции, многие просто перешли на сторону большевиков, выбирая, кто им ближе, Колчак или большевики. Многие решили, большевики лучше эсеровское правительство, хотя до этого они воевали. И национальные правительства не восприняли вот этот переворот, который произвели Колчак и так далее. Как писал английский советолог Эдвард Карр, генералы, воспитанные при царях в панроссийских традициях, отвергали какие-либо уступки угнетенным нациям. И в пограничных областях, где преобладали нерусские элементы и где шли решающие бои гражданской войны, этот фактор сильно способствовал победе советской власти. То есть решающее даже значение он придает. Именно потому, что вот надо понимать, что такое гражданская война. Она шла на окраинах. Она же не шла там... Не в Петербурге, не в Москве. Она не в Москве, не там в Российском, не Черноземье. Она же не там шла. Она шла на Урале, она шла в Поволжье, она шла в Туркестане, она шла в Сибири, она шла на Кавказе, она шла на Украине. Вся гражданская война протекала, на самом деле, она же в национальных окраинах. И там белые потеряли поддержку населения. Полностью упустили вот этот фактор. Перелом он произошел, потому что большинство национальных движений стало переходить на их сторону. Потому что они увидели, что от белых ничего хорошего они не увидят. От этой военщины, махровой такой, черносотенной и так далее. Какова роль во всех этих событиях была Муллаяна Халикова? Во-первых, он был отличный переговорщик. Поскольку он не был человек военный и в военном строительстве особо не участвовал, но он был переговорщик, и всегда его роль заключалась в том, чтобы поддерживать связь между башкирским правительством и самарским правительством Камуч. Вот он постоянно курсировал между Челябинском и Самарой, значит, договаривался и так далее, и так далее. И вот когда у башкирского правительства созрело решение о переходе на сторону Советов, кому бы Валиди поручил вот эту ответственную задачу перейти линию фронта, добраться до какого-то представительства советского правительства и начать переговоры, конечно, Муллаяну Халикову. 15 декабря 1918 года Муллаян Халиков отправляется в Уфу. Ему нужно было перейти линию фронта, прийти в Уфу и начать переговоры как раз с уфимским ревкомом об условиях перехода и так далее. 1,5 месяца о Халикове не было никаких известий. Его могли поймать при фронтовой зоне, расстрелять как дезертира, как шпиона, как угодно. Вот он перешел и через 1,5 месяца только дал о себе знать. 4 февраля 1919 года ЦК партии большевиков получила телеграмму председателя уфимского губревкома Бориса Немвицкого следующего содержания. 30 января явился в ревком представитель башкирского правительства Халиков с предложениями признать башкирскую автономию. Ждем указаний. Ответ Москвы пришел незамедлительно, буквально на следующий день. Предлагаем не отталкивать Халикова, согласиться на амнистию при условии создания единого фронта с башкирскими полками против Колчака. Со стороны советской власти гарантия национальной свободы башкир полная. Ленин, Сталин. 2 подписи. Вот обещание, конечно. Телеграмма приходит. Спустя 4 года Муллаян Халиков вспоминал: «Я находился в Уфе, когда в город вступила Красная Армия. Для передачи мне письма, написанного Заки Валиди от имени башкирского правительства, в котором содержалась настоятельная просьба быть посредником в деле соглашения с советским правительством. Ко мне прибыл офицер Утяшев. В письме излагались основные условия, которые ставились башкирским правительством. Сразу вслед за этим посланцем для всестороннего ознакомления с тогдашним положением Башкортостана, взаимоотношения между ним и Колчаком Дутовым, перейдя фронт, ко мне от башкирского правительства прибыл Хайреддин Сагитов. После этого я немедленно вступил в контакты с уфимским ревкомом и реввоенсоветом 5-й армии». Муллаян Халиков, перейдя линию фронта, при нем даже никаких бумаг-то не было. Понятно почему. То есть, найди у него какие бумаги при обыске, его судьба была бы решена. Уже прибыв в уфимский ревком, получил он депешу о том, на каких условиях надо вести и где вот излагалась позиция. Ну что ж, Салават, я предлагаю продолжить разговор о Муллаяне Халикове в следующей нашей программе. А сейчас мы будем прощаться с нашими слушателями. Я напомню, что в гостях нашей студии был руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР Салават Хамидуллин. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.